Переработка отходов производства и потребления компании ведется на объектах комплекса утилизации отходов или экоцентра. Объект обеспечивает экономичную и экологически безопасную утилизацию и переработку твердых отходов и жидкостей и считается примером передовой практики управления отходами бурения. Меня зовут Ахлбек Раскалиев, я являюсь начальником участка экоцентра. Свою трудовую деятельность в компании я начал с 2006 года. Пришел в компанию как молодой специалист после окончания университета, после чего обучался по программе подготовки молодых специалистов по замене иностранного персонала 2 года. В 2008 году официально трудоустроился, работал в отделе общего проектирования до 2014 года. С 2014 года перешел в отдел экоцентра, где я являюсь начальником участка экоцентра последние 10 лет. В начале 2000-х объект был образован как завод буровых растворов. После этого в рамках расширения производства компании было принято решение о строительстве других объектов. Это вращающаяся печь, установка обработки жидких отходов, печь общего назначения, установки термической обработки бурового шлама, сегрегации отходов и строительстве полигона для захоронения промышленных отходов. Основная цель деятельности экоцентра – это снижение количества отходов и снижение уровня их токсичности. Основные установки экоцентра. Вращающаяся печь предназначена для переработки производственных отходов и грунтов, загрязненных нефтепродуктами. Печь общего назначения предназначена для термического обезвреживания и уничтожения коммунальных, медицинских и производственных отходов. Установка очистки жидких отходов позволяет очищать, повторно использовать жидкую фракцию буровых растворов, загрязненных нефтепродуктами. Завод буровых растворов приготавливает растворы для бурения, завершения и ремонта скважин. Установка термической обработки бурового шлама предназначена для очистки буровых шламов, буровых растворов на нефтяной основе. Извлеченная нефтяная основа бурового раствора и вода используются повторно. Установка сегрегации отходов используется для разделения твердых бытовых отходов с целью извлечения ценных компонентов для последующей переработки и вторичного использования. Полигон по захоронению твердых промышленных отходов является конечным местом размещения некоторых опасных отходов, образованных в процессе производственной деятельности КПО. Полигон КПО имеет 24 ячейки для захоронения отходов. Экоцентр действительно является уникальным объектом и выполняет важную функцию в экологической деятельности компании КПО. Охрана окружающей среды является приоритетной задачей и залогом успешной деятельности по разработке и эксплуатации такого технически сложного месторождения, как Карачаганак. Умение осуществлять свою деятельность в гармонии с природой – сложное, но необходимое условие. Наш отдел по производственным вопросам охраны окружающей среды является структурным подразделением общего отдела производственного директората по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Основная функция нашего подразделения – это оказание экологического сопровождения производственной деятельности. Одна из наших секций состоит из профессиональных инженеров-экологов, которые базируются на основных наших объектах и на ежедневной основе оказывают экологическую помощь производственному директорату. Основная функция инженеров-экологов – это обеспечение производственного экологического контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан, мониторинг эмиссий, контроль за соблюдением экологического законодательства. Также инженеры-экологи являются ответственными за управление отходами, определяют эффективные пути утилизации сточных вод. В нашем отделе есть вторая секция. Ее функция направлена на контроль атмосферного воздуха, на проведение инструментальных замеров промышленных выбросов, проведение мониторинга неорганизованных выбросов. И эта же секция, она является ответственным за управление работой 18 стационарных экологических станций. В КПО существует 18 станций экологического мониторинга. Они расположены частично как на территории месторождения, так и по периметру санитарной зоны. Станции несут в себе роль непрерывного контроля качества атмосферного воздуха, и данные с этих станций в режиме онлайн передаются в контролирующие органы.
Станции экологического мониторинга, они выполняют двойную функцию. Во-первых, это непрерывный контроль качества атмосферного воздуха по 4 ингредиентам. Это сероводород, диоксид азота, диоксид серы и СО. И вторая функция, которую выполняют эти станции, они работают как система оповещения. В случае, если происходит какое-либо повышение концентрации, они направляют сигнал о повышении предельно допустимых концентраций. Кроме стационарных станций, у нас есть 2 передвижные мобильные станции экологического мониторинга. Они оборудованы аналогичным оборудованием, то есть теми же газоанализаторами, работают по тому же принципу, как и стационарные мобильные станции. Мы можем их передвигать, направлять для контроля качества атмосферного воздуха при проведении определенных операций или в любую точку нашего месторождения. У нас в результате нашей деятельности, как производственной, так и вспомогательной, образуются разные типы сточных вод. Одним из них являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Казалось бы, очистка и управление такими водами, оно не является основной функцией нефтегазового предприятия. Тем не менее, мы, являясь ответственным оператором, направляя свою деятельность на снижение своего воздействия на окружающую среду, мы эксплуатируем собственные очистные сооружения по биологической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Биологическая очистка проводится на вращающихся контакторах, на которых выращивается определенная биомасса. Вторичная биологическая очистка проходит на биопрудах при доступе воздуха, то есть при аэрации. И после полного цикла биологической очистки наши хозяйственно-бытовые сточные воды, уже очищенные бытовые сточные воды, направляются в пруды-накопители. С данных прудов-накопителей очищенная хозяйственно-бытовая сточная вода используется вторично. То есть она не просто там испаряется, не просто накапливается, но используется. В прошлом году были проведены опытные испытания с целью увеличения эффективности биологической очистки. Проще говоря, мы выращивали новую биомассу и наблюдали за ее жизнедеятельностью. Сейчас она чувствует себя прекрасно и эффективно чистит наши сточные воды, чтобы мы могли их эффективно использовать на свои технические нужды. КПО активно работает над оптимизацией производственных процессов, уделяя особое внимание экологической ответственности и эксплуатационной эффективности. Наша деятельность включает внедрение передовых технологий для сокращения выбросов, оптимизации эксплуатации и активного устранения потенциальных недостатков. Отдел оптимизации добычи, в который я пришел с производства в качестве инженера-технолога, был создан в середине нулевых для обеспечения поддержки производственным объектам Карачаевского месторождения. С тех пор наш отдел последовательно развивался и в настоящее время является одним из ключевых подразделений месторождения. Основной задачей отдела оптимизации добычи является управление добычей месторождения, для чего у нас имеется 6 основных направлений деятельности. Это первое, для любого предприятия, для нас важно планирование. И вот среднесрочное планирование в рамках ежемесячных и годовых прогнозов добычи, а также постоянный анализ ключевых показателей добычи, KPI, так называемый, у нас осуществляет группа планирования и аналитики. Второе направление – это вся получаемая от объекта месторождения информация, касающаяся производственных показателей, собирается группой отчетности и формируется по соответствующим категориям, базам данных с рассылкой отчета заинтересованным сторонам как внутри КПО, так и вне компании, это от Министерства энергетики до материнских компаний. За управлением ресурсами месторождения, такими как питьевая, техническая вода, топливный газ, а также контроль за фискальными приборами учета, как на эти ресурсы, так и на экспортные и импортные направления, такие как товарная нефть, экспортный сырой газ, топливный газ, у нас отвечает группа учета и метрологии. И также для обеспечения непрерывного процесса добычи, соблюдения технологических параметров и решения оперативных проблем у нас есть группа поддержки добычи, которая имеет в своем составе инженеров-технологов, химиков-технологов. Также сюда входит группа КУАТ, осуществляющая оперативное управление добычей. Данный акроним на английском обыгрывает казахское слово «куат», означающее мощь, силу, энергию. История КУАТ начинается в ковидный февраль 2020 года, когда объединенная группа инженеров
из двух отделов КПО, отдела разработки и геологии и отдела добычи, начали нести совместную вахту и согласовывать первые совместные планы и технические решения. Взаимодействуя таким образом, инженеры-технологи и инженеры по добыче обеспечивают загрузку и координацию работ производственных объектов месторождения и работ, проводимых на скважинах, что позволяет минимизировать потери и, соответственно, повысить добычу. Уникальность работы данной команды заключается в синергийном эффекте работы нескольких отделов, помноженным на использование современных технологий. Помимо этого, немаловажное значение имеет поддержание эффективной рабочей среды плюс высокий профессионализм работающих в КУАТе лучших экспертов в своих дисциплинах КПО. И самым главным фактором, на мой взгляд, является мотивационная составляющая, выраженная в готовности нашей команды, как КУАТа, так и отдела оптимизации в целом, к любым возникающим вызовам и способности своевременно справляться с этими вызовами.